Согласно сообщению китайского пропагандистского агентства Tanrida Network, от 20 марта стало известно, что при поддержке китайского правительства в различных частях Восточного Туркестана была организована специальная рабочая группа, которая поощряла многих выпускников университетов из китайских провинций селиться в Восточном Туркестане группами под названием «Трансфер талантов». Согласно новостям, Аксукский муниципалитет выделил специальную рабочую группу из 77 человек и перевел так называемые таланты из китайских университетов в Аксу. С другой стороны, есть информация, что в прошлом году под видом набора в Синьцзянь Аксукский муниципалитет поселил в Восточном Туркестане тысячи магистрантов и докторантов и перевел в Аксу 204 китайца с послевузовским образованием. 20 марта Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором говорится, что японские законодатели должны прислушаться к призывам расследовать связи автопроизводителей с принудительным трудом в уйгурском регионе. С таким призывом в прошлом году выступила группа членов правящей и оппозиционной партии в японском парламенте, потребовавшая провести расследование связи автопроизводителей с принудительным трудом в китайской алюминиевой промышленности. Согласно докладу Human Rights Watch, опубликованному в октябре 2023 года, алюминиевая продукция, произведенная уйгурами, вынужденными работать в алюминиевой промышленности в Восточном Туркестане, по-прежнему используются ведущими автомобильными компаниями, включая Toyota. В докладе подчеркивается, что такая ситуация неэтична и должна быть немедленно расследована. Сокращение прямых иностранных инвестиций в Китай в прошлом году продолжилось и в первые 2 месяца этого года. Согласно заявлению Министерства коммерции Китая, прямые иностранные инвестиции составили 215 миллиардов юаней, чуть больше 30 миллиардов долларов в январе-феврале 2024 года. Объем фактически использованного иностранного капитала снизился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций в Китае сократился на 8%, зафиксировав годовое снижение впервые с 1998 года. Заместитель министра иностранных дел посол Бурак Акчапар провел политические консультации между Турцией и КНР с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики послом Дэн Ли в Пекине. Согласно сообщениям турецких СМИ, в ходе консультаций состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам. Стало известно, что некоторые палестинцы, проживающие в больнице Шифа и ее окрестностях на севере сектора Газа, эмигрировали полуголыми на юг. Снимки, сделанные одним из палестинцев из окна своего дома, были опубликованы в социальных сетях. На снимках видно, что группа палестинцев движется на юг, обнажив верхнюю часть тела и надев только нижнее белье. Сообщается, что в результате рейда, организованного израильской армией на больницу Шифа в секторе Газа, погибло более 170 палестинцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин пытается связать теракт в Москве с Украиной. Зеленский обвинил российскую армию в организации террористических актов против Украины и людей, живущих в этой стране. Президент России Владимир Путин объявил о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, организовавших теракт.